стадионе «Спартак» на матче 16. Приветствуем вас на матче 16-го тура чемпионата Беларуси среди команд женской лиги. В сегодняшнем матче встречаются команда «Зорко БДУ», город Минск, и команда «Днепр-Могилев». Благодарим вас за то, что вы пришли сегодня на наш стадион и желаем получить удовольствие от игры. Мы с нетерпением ждем начала матча, который пройдет в духе честной игры, и желаем удачи командам. Помните, что в футболе нет места расизму. Главные тренеры определили следующие стартовые составы команд. Наши гости – команда «Зорко БДУ». Голкипер номер 12 Виктория Крылова. Полевые игроки номер 5 Кристина Киянко. Номер 6 капитан команды Лиана Мирошниченко. Номер 11 Алина Васильева. Номер 13 Алина Щерба. Номер 16 Лилия Жиголка. Номер 19 Полина Гирчиц. Номер 21 Диана Шмаровская. Номер 22 Диана Тропникова. Номер 75 Елизавета Болотянова. Номер 88 Мирослава Зубко. Запасные игроки команды: номер 1 Екатерина Камлюк. Номер 7 Диана Смоловская. Номер 8 Ольга Капыша. Номер 10 Ксения Дубовик. Номер 14 Екатерина Чаюк. Номер 17 Анастасия Лобашова. Номер 23 Анастасия Кривко. Главный тренер команды Сергей Русецкий. Стартовый состав команды «Днепр-Могилев». В воротах номер 1 Мария Свидунович. Полевые игроки команды: номер 8 Любовь Гученко. Номер 9 Валерия Барбаренко. Номер 10 Анна Денисенко. Номер 11 Алина Конева. Номер 13 Дарья Манюкова. Номер 17 Арина Ситникова. Номер 18 Валентина Капункина. Номер 23 Юлия Денисенко. Номер 26 Кристина Осмоловская. И номер 27 капитан команды Валентина Нижегородова. Запасные игроки команды: номер 12 Ангелина Скрипунова. Номер 2 Валерия Бондарева. Номер 4 Надежда Савченко. Номер 5 Марина Пушкаль. Номер 15 Маргарита Лазаренко. Номер 21 Зарина Капустина. Номер 97 Яна Артишевская. Главный тренер команды Михаил Соболев. На сегодняшнем матче работает судейская бригада в следующем составе. Главный судья Алексей Абелевский. Его помощники: Валентина Соколович, Татьяна Даньковская. Резервный арбитр Елена Коноплянникова. Инспектор встречи Владимир Ищенко.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами находимся на стадионе «Спартак» в Могилеве, где открывается программа 16-го тура женской высшей лиги сезона 2021. На ваших экранах капитаны Зорки БДУ и Могилевского Днепра, соответственно, Ляна Мирошниченко и Валентина Нижегородова. Разыграли они половину, разыграли мяч, ну и все у нас, в принципе, готово для начало этого матча. На ваших экранах составы обеих команд. Я думаю, что не лишним будет их еще раз вслух огласить. Начнем традиционно с гостей. Зорка БДУ в воротах сегодня у команды по 12 номерам сыграет Виктория Крылова. И далее по номерам: 5-й Кристина Киянка, 6-й Ляна Мирошниченко, капитан, как я уже говорил, 11-й Алина Васильева, 13-й Алина Щерба, номер 16-й у Лилии Жиголки, 19-й Полина Гирчиц, номер 21 Диана Шмаровская. Ее тезка Тропникова под номером 22 сыграет сегодня, 75-й Елизавета Болотянова, номер 88-й Мирослава Зубко, главный тренер студенток Сергей Русецкий. Что касается состава могилевчанок, хозяек поля: под первым номером Мария Свидунович, это вратарь, 8-й Любовь Гученко, 9-й Валерия Барбаренко, номер 10-й у Анны Денисенко, 23-й номер ее сестра Юлия Денисенко, 11-й Алина Конева, 13-й Дарья Манюкова, 17-й номер у Арины Ситниковой, 18-й Валентина Капункина, 26-й Кристина Осмоловская и номер 27-й у капитана команды Валентины Нижегородовой, главный тренер Михаил Соболев. Ну, в общем-то, мы видим, да, готов уже Алексей Белевский, и дает он стартовый свисток этого противостояния. Рефери сегодня представляет Гродно, как и одна из его помощниц, это Татьяна Даньковская. Ну, а вторая Валентина Соколович, она из Жодина. 4-й рефери могилевчанка Елена Конопляникова. Ну и инспектирует сегодняшнюю встречу речичанин Владимир Ищенко. Вроде бы со всеми формальностями мы с вами разобрались. Давайте присмотримся к действиям команд вот уже в эти стартовые мгновения. Ну и попытаемся понять, кто сегодня будет захватывать с первых минут инициативу и кто же сегодня будет, в общем-то, претендовать в первую очередь на очки. Желательно, конечно же, на 3 очка. Я думаю, об этом мечтают обе команды, но рассудит, конечно же, все игра. Видите, мы на правом краю мяч получает Юлия Денисенко, но передача не совсем удачная получилась. Тем не менее, атака могилевчанок продолжается. Передача в штрафную площадь. Вот как раз-таки от Юлии Денисенко. Высоковато, конечно, она пошла вперед и... Ну, в общем-то, когда я говорю высоковато, я ориентируюсь прежде всего на расстановку, которую футбольный клуб «Днепр» предоставил в своих социальных сетях. Ну и там Юлия Денисенко как левый защитник указано, но что-то мне подсказывает, что едва ли она сегодня вот на этой позиции сыграет. Ну, будем опять же смотреть. Здесь было нарушение правил. Там по ногам, если не ошибаюсь, Дарья Манюкова, да, получила. И, конечно же, капитан могилевчанок Валентина Нижегородова сейчас будет осложнять жизнь своей бывшей команде. Напомню, что Валентина играла в Зорке БДУ. Ну и что здесь? Дело до удара пока что не доходит. Ну и первая на мяче Елизавета Болотянова. Ну и не мудрствуя лукаво, она его отправляет за пределы поля. И видимый аут в исполнении Кристины Осмоловской. Конева, диагональ штрафную, но там вообще никого не было. Наверное, поспешила центральный защитник могилевчанок вот с этой передачей. Ну и никто здесь уже не мешал Виктории Крыловой. Ну и она атаку своей команды начинает от ворот. Ну и видим мы Полину Гирчиц с мячом, но здесь страхует своего защитника Валентина Нижегородова. Что касается футболисток, которые сегодня не примут участие в матче, то у Виктории Барлюговой, полузащитника Днепра, перебор желтых карточек. Сегодня она своей команде помочь не сможет. Ну и до сих пор травмирована уже достаточно давно крайний защитник Виктория Плесюк, поэтому она тоже вне игры. Ну и это же обстоятельство не позволяет играть студентке Виктории Герус.
Вот, в общем-то, наверное, по сути и все потери. Но вот, во всяком случае, здесь стоит говорить о студентках в первую очередь, потому что с начала сезона большие кадровые проблемы вот в связи с переполненным лазаретом они испытывали. Но, наконец-таки, он начинает, или уже заканчивает, можно так говорить, опустевать. Ох, здесь перспективный момент. Ну и что? И забивает первый мяч в этом матче уже на 4-й минуте Диана Шмаровская. Какой-то провал там в центре обороны могилевчанок. Ну и еще раз на повторе мы уже видим концовку эпизода. Ей здесь никто не помешал разобраться очень легко с Марией Свидунович. Да, вот так вот очень быстро на 4-й минуте счет становится 0-1. И еще раз я повторюсь, Диана Шмаровская этот мяч забивает. Она в предыдущем матче, в котором студентки были сильнее команды АБФФ У-19 со счетом 6-0, попросила достаточно рано замену. Ну и Сергей Русецкий, конечно же, пошел навстречу. Некоторые проблемы с самочувствием были у Дианы. Вышла на поле Ольга Капыша. Но вот сегодня так очень быстро у Дианы получилось этот мяч провести. Ну вот, конечно, если повтор подольше был бы, наверное, можно было попытаться оценить, что там случилось и почему вот эту атаку так легко удалось завершить студенткам. Ну, в общем, будем ориентироваться на то, что есть, и констатируем пока что такое добытое минимальное преимущество футболисток Зорки БДУ вот уже по стартовым 5 минутам. Надо сказать о том, как команды в первом круге встречу свою провели. Со счетом 3-2 Днепр победил на домашнем стадионе по улице Семашко в столице нашей страны. Ну, в общем-то, там очень так легко все могилевчанкам давалось. Они там вели 3-0, ну и уже концовка встречи выдалась достаточно нервной. Но я, в общем, расскажу о хронологии забитых голов. Яна Артишевская, которая сегодня в запасе есть, и ну, я так надеюсь, что она сегодня сможет, наверное, даже и продемонстрировать нам свою игру, выйдя на замену. Так вот, на 51-й и 57-й минутах голевым дуплетом она отличилась. Валентина Нижегородова прекрасным, шикарным ударом со штрафного еще более упрочила преимущество могилевчанок. Ну и уже на 75-й Диана Бакум, теперь уже футболистка футбольного клуба Минск, и та же Шмаровская на 85-й минуте вот так забили дважды. И вот эти последние минуты плюс компенсированное время, оно, конечно же, такое было очень уж нервное для обеих команд, но все-таки победу бело-синие удержали. Ну, получается, что вот в двух подряд матчах уже у нас Диана Шмаровская отличается. Ну и в турнирной таблице Днепр находится на 4-м месте с 30 зачетными баллами, на 2 менее у Зорки БДУ. Поэтому, ну, сегодня действительно, что называется, матч за 6 очков мы с вами посмотрим. Ну и в случае удачного исхода, как вы понимаете, опередит в табличной иерархии Зорка БДУ своего сегодняшнего соперника. Алина Конева с мячом, ну и делает, казалось бы, точную передачу на Валентину Капункину, но вот у молодой нападающей за мяч здесь не удается зацепиться, и он переходит к Крыловой. Ну, и Гирчиц, в общем-то, тоже отвечает взаимностью сопернику. С мячом она здесь встретиться не смогла. А все-таки на левом фланге защиты Валерия Барбаренко действует под 8-м номером. Ну и Юлия Денисенко, соответственно, на краю скорее полузащиты, ну, либо же правые инсайды сегодня исполняют. Здесь уже они с сестрой, я думаю, так взаимозаменяемость будут, опять же, нам сегодня демонстрировать. С мячом Аня встречается, ну и, опять же, эта передача не проходит. Здесь получает от Валентины Нижегородовой Диана Тропникова, ветеран нашего женского футбола, олицетворение, можно и так говорить, команды Зорка БДУ. Ну и студентки
на своей половине поля с мячом находится. Ну и тут же, да, извиняется сейчас Елизавета Болотянова перед своим партнером по команде за этот неточный пас. Но мяч у студенток, тем не менее, оставался некоторое время. Ситникова играет с Барбаренко, ну и здесь вот опустилась ниже Анна Денисенко. Вот когда соперница с мячом, то стремится 10-й номер Днепра на помощь группе обороны своей. Но здесь уже не по правилам играет Лиана Мирошниченко, капитан Зорки БДУ. Да, вот так вот территорией и мячом по первым минутам больше все-таки владеет команда, которая принимает эту встречу. Однако вот мы с вами увидели, что 4-я минута-то счастливой стала и для Зорки БДУ, если быть конкретным, то для Дианы Шмаровской. Поэтому, ну, часто это бывает, что не всегда преимущество в контроле мяча может вот давать эффект в виде забитых голов. Ну и снова перехват от студенток. Тропникова здесь не торопится, наверное, и не может торопиться, но играет через Полину Гирчиц. Тропникова. Снова Гирчиц. Здесь очень сложно вскрыть фланг, да, за который отвечает Валерия Барбаренко. Ну и помогает ей здесь Арина Ситникова. Ну и сейчас вот центральный защитник играет надежно. Брещанка Арина Ситникова, которая пополнила состав команды вот в этом году. Ну и не единственная она такая. Совсем недавно подписала Днепр контракт с еще одной футболисткой из города над Бугом. Это Марина Пушкарь. Она сегодня в резерве находится. Ну и это попытка пробить от Кристины Осмоловской, да, кто бы мог подумать вот из такого положения, ну скажем так, абсолютно не ударного, не убойного, ну, решилась все-таки на удар, ну, наверное, не знаю, не будем, наверное, никак оценивать, там угрозы-то и не последовало, в общем-то, для владения Викторией Крыловой, ну, поспешила явно Кристина. А вот Нижегородова может пробить, делает это, правда, не точно, вот. Тут, конечно же, вот Болотянова с Мирошниченко, да, немножечко здесь они упустили, да, футболистку, но тут Гирчиц на нее выдвигалась, не успела, ну и смогла пробить Нижегородова. Да, не точно, но тем не менее мы фиксируем первый такой, ну, по-настоящему опасный выстрел. Правда, в створ он не пошел. Ну, может быть, это пристрелка. Вот так вот попробовала Осмоловская, попробовала Нижегородова. И розыгрыш мяча от своих ворот. Алина Васильева едва здесь не ошиблась. Да, ну, в общем-то, можно сказать, что ошиблась. Денисенко пробивает, но и попадает она в соперника. Ну и что здесь будет угловой, и подаст его Валентина Нижегородова. Да, стандартное положение – это всегда опасно. Но тем более, что Валя может здорово пробить, особенно опасны в ее исполнении штрафные удары. Но посмотрим, чем угловой завершится. Здесь на высоте Кристина Киянка. Ну и на подборе все-таки Барбаренко сыграла, но удар у нее не получается. Гирчиц. Шмаровская. Ну и ошибается автор первого забитого гола, пока единственное на нашем матче. Денисенко на Капункину, ну там здорово действует Алина Васильева, многоопытный центр-деф, которая на протяжении нескольких лет выступала за национальную сборную. В этом году долго оправлялась от повреждения. Ну, в общем-то, теперь она в действии и, конечно, своей команде поможет. Ну, а тут уже Кристина Киянка отправляет мяч головой в руки Крыловой. Ну и та начинает очередную атаку своей команды. Болотянова. И Алина Щерба назад играет на своего вратаря. Да, сейчас студентки никуда не торопятся.
Время начала матча не такое уж и плохое, будем так говорить. Да, здесь такой любопытный момент. Вот Крылова решила за лучшее мяч вообще за лицевую линию вынести. Да, здесь немножко, конечно, вот тут между собойчик этот около своих ворот вот, мог неприятности принести, поэтому на такое действие решилась вратарь. Да, 6 вечера, ну, все-таки, тем не менее, жарко, но это вот не 15 часов, как в предыдущий раз, когда Днепр принимал АБФ команду. Здесь что? Здесь попытка пробить была, но неудобно очень было здесь Даше Манюковой, поэтому мяч ушел за лицевую линию. Но будем надеяться, что вот этот зной, конечно, сегодня командам не станет помехой большой, чтобы показать наилучший футбол. Ну, в общем-то, все-таки 4-я и 5-я команды сегодня не играют. Опять же, не стоит их списывать со счетов, как претендентов на бронзовые медали. Хотя, конечно, сделать это будет архисложно. Хотя бы стоит учесть встречу, которую в 15-м предыдущем туре провели могилевчанки с главным конкурентом за это самое 3-е место Неманом. 1-3 поражение. Поражение абсолютно бесславное. Ну и, конечно же, ну, при таком развитии событий очень будет тяжело зацепиться за призы Днепру. Ну а Неман все-таки главным претендентом на бронзу является. Ох, попытка пробить и гол. Да, вот такой вот мы мяч сейчас с вами увидели в самом конце 15-й минуты. Я даже, если честно, не хочу ничего говорить. Но у меня есть на то причины определенные. Хотя, ну, опять же, налицо. Да, мы уже просто видим, как здесь мяч, ну, я не знаю, какую дистанцию он здесь преодолел, 30-35 метров, ну, и опустился туда за шиворот Марии Свидунович. Вот так вот счет становится 0-2, и Днепру сложно. Теперь будет рассчитывать, наверное, ну, прежде всего, конечно же, нужно надеяться на быстрый ответ, ну, и тогда уже будет, конечно же, полегче догонять, но если этого не случится, то очень будет сложно. Вот так, четверть часа у нас прошло, и уже такое, ну, завидное, можно сказать, преимущество есть у гостевой команды. Уходит здесь мяч за пределы поля. И Лилия Жиголка вбрасывает из аута. Но здесь так просто, конечно, не дадут Тропниковой встретиться с мячом. Поэтому вот процедуру нужно повторить. Да, вот сейчас 22-й номер Зорки БДУ наконец-таки вступает в игру, но тут же мяч теряет. И играет рукой Елизавета Болотянова. Штрафной удар. Ну и, конечно же, к мячу Нижегородова подойдет. Был уже у нее один момент вот такой со штрафного, помните вы, там подача ни к чему не привела. Ну, посмотрим, как то будет сейчас. В стенке два игрока. Мирослава Зубко и Полина Гирчиц. Да, там командует, конечно же, их передвижениями Виктория Крылова. Ну и ждем. Опять же, наверное, здесь подача будет. Ну и выронила мяч, да, Виктория Крылова. Тем не менее, ну, дело до удара не дошло, будет угловой. Да, может быть, можно сказать, наверное, что не очень уверенно голкипер сыграл, но тем не менее, ну, она все-таки в своей жизни действовала на разных позициях, преимущественно это центр обороны. Ну и, конечно, вот так переквалифицироваться в ее возрасте во вратаря, ну, нужно какое-то время, хотя она и так это неплохо делает. Как мы видим по этому чемпионату, Денисенко подача, никто здесь с мячом из ее партнеров не встречается, и Барбаренко назад на Алину Коневу. Смоловская. Да. Опять же,
Не торопилась Кристина, но и Зубко ее настигла. Вброс из аута внимательно играет Полина Гирчиц. Да, нужен вот этот последний пас. Конечно, его сейчас не хватает. Компактное расположение защитников Зорки БДУ. Вот Днепру не позволяет разящий выпад сделать. Но контроль видим мы, да, и снова же Конева излюбленной своей манере действует. Вертикаль, либо диагональная передача. Но опять же, наверное, чуть-чуть точнее нужно играть. Тропникова, запускает она в прорыв Зубко, но здесь Ситникова должна со Свидуновичем разобраться. Барбаренко. Неудачный пас. Капитан Ильяна Мирошниченко к мячу первая подоспела. Тропникова. Шмаровская на левом краю. Здесь против нее Смоловская. Подача. Ну и что здесь? Здесь из ворот выходит Свидунович. И первая она оказалась, опередила Мирошниченко. Ну и не торопится никуда. Можно, наверное, здесь, да, с Коневой разыграть. Так вратарь Днепра и делает. 20 минут уже практически команды провели в этом первом тайме. Счет 2-0. На 4-й и 15 минутах были проведены голы. 2 быстрых гола. Ну и, конечно же, это студенток приближает к реваншу за ту встречу, которая состоялась, напомню, 8 мая на стадионе РЦОР БГУ. Хорошая диагональ, да, и находит мяч Осмоловская, но здесь натыкается на Алину Щерба, да, из газона не поднимается. Наверное, мяч нужно вынести за пределы поля, да, какие-то болезненные здесь правый защитник Могилева ощущения испытывает. Ну, сможет она встречу, я уверен, продолжить. Игровое столкновение было, тут ничего страшного. И, конечно же, Алексей Обелевский, гродненский арбитр, который сегодняшнюю встречу обслуживает, ну, не мог, наверное. Не должен был свисток давать, что он и сделал. Точнее, не сделал. Шмаровская получает мяч, и эта поперечная передача, конечно, очень рискованной была. Ну, к мячу Болотянова подоспела, она уже здесь справа, и против Манюковой поборолась. Дарья, правило нарушено, и теперь уже в сторону ворот Свидунович штрафной удар назначается. Да, спорить здесь Манюкова, в девичестве Лукьянцева, но чего уж тут спорить, тут явное нарушение правил, конечно же, настроение не из лучших и у Даши, да и у всего Днепра, конечно же, ну и нужно Михаилу Соболеву думать, как из этой ситуации такой, ну, щекотливой, скажем, выпутаться. А у мяча Лиана Мирошниченко левой ногой, ей здесь подручно будет делать подачу. Сейчас мы увидим, к чему она приведет. Ну, здесь мяч никого не задел. Тут и Алина Васильева, конечно же, пришла на эту подачу. Но нужно ей возвращаться в свою профильную позицию. И Свидунович мяч разыгрывает от своих ворот с Алиной Коневой. Ситникова. Да, часто такое бывает, что вот быстро пропуская, конечно же, особенно в женском футболе команды едва ли могут в себе силы найти на достойный ответ. Но опять же, вот так интересно, что ведь студентки-то в том матче первого круга практически отыгрались со счета 0-3. Ну, поэтому вот практически в том же положении сейчас Днепр находится. Ну и посмотрим, каково с волей и с характером у могилевчанок. Здесь из ворот выходит спокойно, играя, Виктория Крылова и вбрасывает мяч своему капитану. Есть здесь оперативное пространство перед Мирошниченко и поддерживает атаку Тропникова. Мяч приходит к Шмаровской на левый фланг. Ну, снова в действии Свидунович.
Капункина, да, сложная, конечно же, юной нападающий будет себя проявить сегодня. Ну, антропометрии такой серьезной она уж, конечно же, не обладает. И с учетом, да, высокорослых футболисток, ну, в общем-то, прежде всего здесь имею в виду Кристину Киянку, ну, чуть, наверное, ниже ростом, ну, просто опытная, опять же, Алина Васильева, да, поэтому, ну, будет ей, конечно же, я имею в виду Капункину, помогать Юлия Денисенко, но пока что, ну, особого эффекта нет от этого. Ну и борьба здесь за позицию между Ситниковой и Зубко и нарушает правила Мирослава, ну а Арине больно. Ну и, наверное, придется медбригаду, да, Алексею Абелевскому, сыну Аркадия Абелевского, нашего теперь уже инспектора, в прошлом известного белорусского арбитра, вызывать. Ну и у нас, конечно, пауза в игре. Ну, Арина Ситникова, опять же, от повреждения серьезного, ну, не так и давно оправилась, повреждение носа. Я помню, что произошло это в матче. Да, наверное, соврал, все-таки не буду я здесь конкретизировать, в каком именно, но получила она в лицо, ну и поэтому вот какое-то время была вне игры. Но главное, чтобы сейчас обошлось. Да, нарушение правил здесь все-таки никакого не было зафиксировано. Мяч от Ситниковой как раз-таки ушел за пределы поля, поэтому мы сейчас с вами увидим угловой удар. Лиана Мирошниченко. Первый угловой, если я не ошибаюсь, у ворот Днепра. С мячом здесь встретилась и со второй попытки накрыла все-таки Свидунович и выносит его сюда поближе к центру поля. Капункина. Хороший пас на Анну Денисенко. И та подключает Любовь Гученко. Гученко может на скорости пройти нескольких соперниц, но сейчас делает передачу, из ворот выходит Крылова и здорово играет. Да, прочитала эту ситуацию вратарь. Ну, с ее-то опытом, конечно, вообще футбольным и чутьем, хорошим чувством штрафной площади, где она, конечно же, должна себя хозяйкой ощущать. Тут, конечно, никаких не может быть удивительных возгласов. Все правильно Крылова сделала. Зубко. Против нее Манюкова. Мяч уходит за пределы поля. Смоловская. Да, и скорее всего, что, да, водопой у нас середина, будем так говорить, экватор первой половины. Ну и, конечно же, в эту жару надо футболисткам пополнить запасы водички. Ну и, может быть, опять же, в эту паузу смогут главные тренеры какие-то очень хорошие советы дать своим футболисткам. Ну, прежде всего, конечно же, это касается вот этой команды, которая уступает в счете Могилевского Днепра. Общается Михаил Соболев со своими футболистками. Ну, главное, чтобы возымели эффект все его советы. До конца матча еще достаточно времени, поэтому, ну, все может быть. В этом туре, вот этот пятничный матч, он единственным окажется, ну и завтра Минск будет играть. Ну, вообще должна была быть эта встреча пройти на стадионе «Динамо» Юни, и хозяйками должны были быть футболистки АБФ Фу-19, но Минск готовится к старту в Лиге чемпионов, поэтому, ну, сейчас команде нужно играть на натуральном газоне. Ну и, естественно, Владимир Шиндиков и его тренерский штаб пошли навстречу, поэтому принимать будет завтра этот матч Минск. И, соответственно, в Бобруйске на стадионе «Спартак» бобручанка сыграет против гродненского Немана. Но что касается воскресных игр, то в Бресте «Динамо» примет сборную Гомельской области. Да, вот такой матч андердогов нас ожидает. Ну и, конечно же, он будет, ну, в своем роде достаточно интересным. Ну и закроется программа 16-го игрового уикенда поединком
На том же «Динамо Юни», все-таки, да, в этом туре этот стадион примет один матч. «Динамо БГУФК» сыграет с Витебском. Все, закончился водопой, ну и уже вот, наверное, минутку команды сыграли. И остается четверть часа до окончания первой половины. Ну, пока что ситуация кардинальным образом, даже после 2 пропущенных хозяйками мячей, не меняется. Вот после этого второго гола я так все-таки... Скажу, что да, перехватили инициативу приезжие футболистки, они себя уже чувствуют хозяйками положения прежде всего, ну, с учетом, да, этих самых 2 голов. Поэтому, ну, интересно, что будет дальше. Ох, здесь Нижегородова так как-то уж совсем отмахнулась от своей коллеги, своего визави, будем так говорить, да. Ну и, конечно же, это не ускользнуло от внимания Алексея Абилевского и Алины Васильева у мяча. Ну, эта подача, видите вы, да, здесь ничем не завершилась для команды, которая атаковала, но она продолжает это делать. Стропникова входит в штрафную, и Ситникова, да, в последний момент у нее из-под ног мяч выбивает. Еще один угловой. Да, они, конечно же, определенную угрозу таят, тем более, что абсолютно Свидунович сегодня действует неуверенно. Мы уже видели на угловом, да, там едва-едва она мяч не выпустила. Ну и, опять же, давайте вспомним гол на 15-й минуте. Мирошниченко. Снова она у мяча. Играет на выходе Свидунович, да. Ну и, опять же, со второй попытки справляется с этой подачей, но отправляет в забег Валерию Барбаренко. Капункина здесь сражается с Гирчиц, да, и мяч отвоевывает. Что будет Валентина делать далее? На Барбаренко. Юлия Денисенко задумывала напасть на сестру, но он не прошел. Мирошниченко на перехвате уверенно играет. Ну и пошла вперед Кристина Киянка. Перед ней Манюкова. Показывает Зубко, что можно ей дать передачу, но Киянка делает пас в площадь ворот, там никого. Да, может быть, как раз-таки вот зря не среагировала Кристина вот на Мирославы вот эти все жесты, мол, я же здесь одна, почему ты меня не видишь? Но, опять же, да, вот в наступательных действиях центральные защитники зачастую, ну, не очень сильные. Это до этого паса, да, очень сложно здесь было успеть. Диане Тропниковой, и Смоловская помогает ей подняться с газона. Ну и еще один угловой, на этот раз уже с противоположного края. Да, и снова к мячу капитан студенток устремляется. Еще одна футболистка, которую взрастил брестский футбол. Ну их сегодня так достаточно в составах 2 команд на футбольном поле. Большие традиции, конечно же, у женского футбола в Бресте. Вот главное, чтобы команда там действительно была конкурентоспособная, и удар по воротам не следует. Еще одна подача от Мирошниченко. И да, никто здесь не подсказал Манюковой, что можно было-то сыграть более спокойно. Не знаю, видимо, кто это должен был сделать. Ну, вратарь обычно в таких случаях, да, подсказывает. Ну, так уж не вышло, да, и так немножко вот этими угловыми обложили гости сейчас Днепр. Поднимает правую руку вверх Мирошниченко, подача. Нижегородова первая успела, ну и Алина Васильева. Против Барбаренко, да, для Васильева, опять же, скажем, что Могилев город не чужой, она здесь выступала в свое время, несколько сезонов за тогда еще Надежду Днепр. Я думаю, что приятно сегодня ей возвращаться в город над Днепром, ну и особенно, конечно, на главной арене Могилева, вот то, что матч проходит, это очень такое хорошее обстоятельство, ну,
Интересно, что там по поводу зрителей. В пятницу в 6 вечера с учетом женского футбола, того, что это женский футбол, ну не знаю. Наверное, как обычно, 100, там, может быть, каких-нибудь 150 человек и собралось. Здесь ничего опасного не произошло после этого корнера. Свидунович торопится и есть куда торопиться. Конечно же, могилевчанкам было бы здорово отправить хотя бы один гол. Уже я повторю свою мысль до перерыва. Тогда будет гораздо легче, но пока что мы вот прецедентов больших и не видели. Да, был там заблокирован один удар Юлии Денисенко, была попытка из-за пределов штрафной, помните вы, да, пробить Валентины Нижегороды, да, в общем-то, это и все, на что Днепр наиграл в созидании. Ну и вот после этого второго гола, да, как-то уж совсем игра вот впереди у могилевчанок расклеилась. Ну, возможно, перерыв пойдет им на пользу. Здесь я не знаю, какие могут быть варианты для усиления. Я думаю, что тех футболистов, которые есть в составе резервном и у Сергея Русецкого, и у Михаила Соболева уже, наверное, ближе к перерыву мы огласим. Но пока видим мы то, что Крылова вбрасывает на Алину Васильеву, и та уходит в центр, но и играет по правому флангу Тропникова. Мельчат здесь на краю футболистки, ну и поэтому и потеря случилась. Да, вот с уходом Дианы Бакум в стан горожанок, конечно же, позиция атакующего футболиста из центра, она немножко так, конечно же, будет вызывать определенную головную боль, по крайней мере, какое-то время у Сергея Русецкого, но наставник сказал, что, ну, значит, будем работать и переквалифицировать на нужные позиции тех футболистов, которые есть. Ну, мы видим сегодня, что вот впереди пытается на острие атаки действовать Мирослава Зубко. На левом краю здесь активничает автор первого гола Диана Шмаровская. Ну, кажется, что все должно быть у Зорки хорошо. Опять же, не знаю, какое внимание новое руководство во главе с Александром Захарченей, новое руководство РЦОР-БГУ уделяет женской команде. Ну вот во времена Владимира Пигулевского, конечно же, она мало в чем нуждалась. Может быть, не такие уж серьезные зарплаты, серьезные гонорары у студенток всегда были, но при этом за эту команду покойный Владимир Антонович всегда был горой. Ну, будем мы смотреть, конечно, как ситуация будет развиваться. Было какое-то время безвластия в РЦОР-БГУ. Ну, сезон такой, наверное, вот этот 21 года перестроечный. И увидим, что будет дальше. Зубко нагирчит, Полина ошибается. Денисенко, Манюкова. И снова ошибка. Да, здесь мельчат футболистки, конечно же, не стоит этого делать. И Ситникова вперед. И опять на Манюкову, на Капункину, конечно же, эта передача должна была пройти, но не прошла. 38-я минута, 0-2. Пытается здесь борьбу Полотяновой навязать Анна Денисенко. Этого пока что сделать не получается, но Болотянова дает назад. Да, никуда не торопится и, наверное, уже в режиме ожидания. Сейчас приезжие футболистки в режиме ожидания этих самых 15 минут, за которые можно, вдоволь, наверное, пополнить запасы водой, ну и послушать указания главного тренера, молодого наставника Сергея Русецкого. Он второй год
работает с командой, ну и работает достаточно успешно. Все-таки и сам учится многому, ну и растет вместе с девушками. Ну, вот такие вот реалии сейчас у команды Зорко БДУ, которая, ну, очень долго и до сих пор является серьезным поставщиком кадров, вот, хороших, талантливых игроков в клубы более солидные, с более конкретными задачами. Нарушают правила сейчас могилевчанки в атаке. И Кристина Киянка готовится исполнить этот штрафной. Розыгрыш здесь последовал. Щерба. Гученко пытается и борьбу навязать. Ну и что здесь? Было ли нарушение правил? Да, Гученко здесь все-таки переусердствовала. Хорошая игра в стенку. Мирошниченко. И снова задействует студентки Шмаровскую. Она здесь слева, конечно же, сегодня большой объем работы выполняет, но не всегда точно играет. Конечно же, это большой минус Дианы. Нарушаются сейчас правила на Валентине Капункиной. Конева. Барбаренко ищет Капункину и находит здесь на левом краю. Ну и что, можно пробить? Анна Денисенко в штрафной площади, выход 1 на 1. Нет! Проходит там мяч между ног Виктории Крыловой, но подстраховала ее защитник и буквально уже с ленточки мяч вынесла. Да, вот хороший был в начале 41-й минуты момент у Могилева. То, о чем я говорил, нужно, конечно же, им забить, дабы жизнь чуть-чуть свою облегчить, да, во второй половине. Но вот сейчас, ну, не знаю, фарт, наверное, удача все-таки Крыловой улыбнулась. Ну, она сделала, наверное, в этой ситуации все, что могла. Мяч там погасил все-таки, да, скорость перед тем, как вот проскочить между ее ног. Но и защитник успел вовремя, конечно же. Вот в обратном бы случае уже стал бы счет 1-2. Ну а так по-прежнему студентки заходят на свою очередную победу. Денисенко бьет Капункина, попадает соперника, бьет Нижегородова, ну и мимо. Да, и пресс-атташе Могилевского Днепра Алексей Чижов вот там за воротами с фотоаппаратом находится, да, и так безутешно руки в сторону разводит. Нужно, да, конечно же, было сейчас Нижегородовой попадать в створ. Там, не знаю, был, по-моему, какой-то трафик перед Крыловой, и едва ли бы она смогла на мяч среагировать. Но это уже сослагательное наклонение, и его спорт абсолютно не терпит. Поэтому мы продолжим наблюдать еще за 4,5 минутами основного времени этого матча. Днепр-Могилев, Зорко БДУ 0-2. Жиголка вбрасывает мяч из аута. Ну и что, толкала там Денисенко Тропникову или нет? Нет, можно здесь продолжать игру. Ситникова. И Денисенко назад на Ситникову, да, и тут пытаются студентки идти, конечно же, в прессинг на чужой половине, не особо рискуя, не особо он такой уже агрессивный, но так просто разворачивать атаки и поднимать голову, да, центральным и крайним защитникам Днепра, вот соперник не позволяет. Это, конечно же, ну, для хозяек не так и хорошо, да. Это нивелирует их вариативность вот при развитии атак. Щерба. Ошибка. Гученко. Уже здесь играет она в падении. Должна, да, первая Барбаренко к мячу подоспеть. Манюкова и ошибка. Тропникова. Скорость, конечно, у Дианы не та. Она уже так больше на опыте. Но вот сейчас тоже, опять же, ну, сплоховала явно с этим пасом. И нужен был там, наверное, рывок к этому мячу Мирославы Зубко, но она
этого не сделала, да, поэтому, опять же, да, ну, притирка и, опять же, адаптация к новой позиции, на это нужно время, поэтому, наверное, мы от Мирославы многого пока что не ждем. Конева. Васильева. Мирошниченко и снова Тропникова. Да, просит там передачу Зубко, да, и уже, конечно же, рисковала она там и во вне игры забежать, но Тропникова пыталась вовремя отдать, но пас этот не прошел. Еще одно нарушение. Смоловская, да, позволяет Валентине Нижегородовой здесь сыграть, разыграть этот штрафной удар. И Ситникова. 45-я минута у нас стартовала. Да, была пауза, когда там оказывали помощь. Помните, Арине Ситниковой. Небольшая была пауза из-за столкновения, в котором приняла участие Кристина Смоловская. Я думаю, что, ну, скорее всего, минуту компенсирует Алексей Белевский. Но пока что в атаке студентки, да, я не увидела здесь, что никто из партнеров атаку не поддерживает. Диана Шмаровская, перехват Днепра, и нужно торопиться. Нужно торопиться и постараться провести свой выпад. Но, конечно, абсолютно не таким образом, как это сейчас делает Анна Денисенко. Да, несколько раз Аня и Юля выигрывали чемпионат Украины в составе команды «Жилстрой-1». Опытные уже, конечно, футболистки. И должны, во всяком случае, должны вот в таком коллективе, преимущественно молодом, они быть его лидерами. Как на поле, так и за его пределами. Ну, как это на практике происходит, тут уж я не совсем компетентен. Здесь лучше, конечно, у тренера спросить, но по игре, ну, не знаю. Опять же, я не думаю, что лучший свой футбол сейчас вот обе девчонки демонстрируют. Да, 1 минуту Абелевский компенсировал. Но вообще Юлия Денисенко, конечно же, пропустила очень долго из-за серьезнейшей травмы. И только вот сейчас она, наверное, набирает свои оптимальные кондиции. Гирчиц. Наверное, последний заход на владение Марии Сведунович в этом первом тайме. Ну и, да, здесь нарушаются правила в атаке. И Алексей Белевский... Да, мяч из аута неправильно был выброшен, конечно же. Алексей Белевский, я думаю, что сейчас даст свисток об окончании первой половины. Так и происходит. Зорко впереди 2-0. Ну и давайте мы, друзья, тоже, наверное, отдохнем. Вместе с командами вернемся на Могилевский стадион «Спартак» минут через 15 и продолжим просмотр этого поединка.
Друзья, мы возвращаемся на Могилевский стадион «Спартак». Второй тайм у нас начинается. Матчи 16-го тура женской высшей лиги между Могилевским Днепром и столичной Зоркой БДУ. 0-2 после первой половины на 4-й минуте. Диана Шмаровская счет открыла. И, кстати говоря, вот уточнил, третий гол это ее в текущем чемпионате. На 16-й минуте Лиана Мирошниченко таким ударом за шиворот. Мария Свидунович. Ну, девчата, конечно же, всегда обижаются, когда слышат такие комментарии, но здесь в общем-то, истины не уйдешь. Ошиблась, безусловно, она, хотя там предшествовала, опять же, грубая ошибка и Алины Коневой, которая там с передачей ошиблась, мяч попал к Мирошниченко, ну и та, видя, что вратарь вышла из ворот, вот ей туда за уши его и зашвырнула. 0-2. Ну, я вот так обещал вам сказать о резервистках в первом тайме, ну и сейчас это сделаю. Для вас сегодня комментатор Андрей Ильеня работает, я еще раз представлюсь. В воротах может сыграть резервный вратарь Екатерина Камлюк, ну и также полевые футболистки Диана Осмоловская, Ольга Капыша, Ксения Дубовик, Екатерина Чаюк, Анастасия Лобашова и Анастасия Кривко. Ну вот, честно говоря, вот при ознакомлении, да, здесь спокойно играет, здорово. Вратарь Виктория Крылова с резервистками студенток, вот немножко так удивился, нет, ну, соответственно, нет их на футбольном поле с первых минут, и нет даже в резерве, ну, игроков, которые всегда, в общем-то, играют и всегда они находятся на, ну, таких ведущих позициях. Надежда Воскобович и Яна Бенкевич, да, ну вот их сегодня нету. Ну, есть на то какие-то причины, но, если честно, я о них ничего не знаю. Поэтому, да, вот сегодня они тоже не сыграют. Видим мы, что на своей половине поля находятся студентки. Ну и сейчас, наверное, им торопиться, опять же, как и в первой половине, некуда. Вот после забитых мячей. И я думаю, что вот строя эту позиционную оборону, спокойно им можно будет вот проводить контратаки, ловить на этом соперника. Может быть, и сейчас даже это получится. Гирчиц делает передачу на Мирославу Зубко, но та пробивает ровно в голкипера. Справляется Свидунович с этим моментом. Гирчиц здесь делает передачу, падает, ну и мяч, в конце концов, ушел за пределы поля. Можно немножко сейчас с могилевчанком выдохнуть. Да, вот напарываться на эти контратаки, на эти подходы на встречных курсах, конечно же, им, ну, едва ли хочется. Тут нужно держать ухо востро, особенно что касается Ситникова и Коневой. Ну и, если что, страхующим их крайним защитником Денисенко. Теряет мяч Анна, и на этом все. Играет на Капункину Осмоловская, заброс Нишегородовой, но опять же в никуда. Да, как-то, ну, не совсем ладится эта игра. Еще, наверное, впереди у могилевчанки еще сложнее будет, когда вот уже большими силами и никуда не торопясь, спокойно оберегая счет, вот будут действовать футболистки Сергея Русецкого во втором тайме. Ну, конечно, позиционно атаковать это, наверное, наиболее сложный. Да не, наверное, а точно элемент в современном футболе. Манюкова назад. Гученко, можно туда, да, сыграть на правый край. И просила эту передачу Юлия Денисенко. Да, и если бы сейчас передача прошла все-таки на Гученко, ну, было бы здорово. А так, конечно же, Киянка молодец. Она перехватила этот пас, так растянулась в своей штрафной. Но еще одна контратака может здесь снова же у студенток получиться. Мирошниченко, перед ней Ситникова, бьет Мирошниченко в дальний угол. Но там сложно было, конечно же, исполнить этот удар, чтобы он точным оказался. Барбаренко. И
эта передача в никуда. Да, уж как-то тоже, как и начало первой половины, так и второй, ну, у хозяек поля, у бело-синих не очень получается, надо сказать. Да, тут никуда не денешься, конечно, эта женская психология, она будет давать себе знать. Еще одно нарушение правил и Тропникова поучаствовала, да, в этом моменте. Киянка. Розыгрыш следует на Гирчиц. Забегание делает Гирчиц. Здесь мячом Зубко. И как раз-таки на Полину она задумывала пас. Он не прошел. Ситникова в край. Гученко. Но ее здесь по пятам преследовала со спины Лилия Жиголка. Вынос. Киянка первая на мяче. Да, так не гнушается, не стесняется идти вперед Кристина. Ну и что здесь придумает футболистка Диана Шмаровская? Мяч доходит здесь до Щерба, удар поворотом, ближний угол на месте Свидунович. Нужно торопиться вратарю Днепра, но она этого не делает. А может быть, там и впереди-то не на кого отдать, потому предпочитает вратарь, вот, наверное, ближе к своим воротам начинать эту атаку. Барбаренко ошибается, Гирчиц. Да, совсем, конечно, ну, можно сказать так, не удаются хозяйкам первые минуты этого второго тайма. И, конечно же, и чувствуя это, студентки будут, конечно же, сидеть здесь просто на шее, на плечах и абсолютно не давать никак разворачиваться. Зубко в центре, Мирошниченко здесь ей помогает. И такой хитрый заброс Конева не придерживала Зубко, и с мячом Свидунович. Не торопится вратарь, и на этот раз предпочитает вот так вот ногой в центр. Там одна Елизавета Болотянова, Васильева. Проходит пас от Алины на Диану Тропникову. Шмаровская. Пытается ее здесь встречать Кристина Смоловская. И угловой сейчас мы увидим первый во втором тайме. Ну, так достаточно часто угловые подавали прежние игроки в первой половине. Ну, вот теперь они это продолжать будут делать. Ну и, конечно же, стандартное положение. Да, это всегда опасно. Лиана Мирошниченко может исполнить его как-то уж так заковыристо, и не будут готовы к этому футболистки Днепра. Пока что им удавалось вот с усилиями вратаря. И сейчас она тоже вот сыграла. Нивелировать все эти самые подходы. Далеко вперед играет Свидунович. Но и здесь должна первой быть на мяче Крылова. Опережает она Капункину. Гученко. Ну и назад. Расставились футболистки Зорки БДУ по своим позициям. И, конечно же, теперь им это будет легче даваться. Вот когда назад будут играть их соперницы, и без вариантов, когда у них будет впереди, конечно, все это на руку команде, которая ведет в счете 2-0. Тропникова пытается сыграть здесь по краю на Шмаровскую, Осмоловская. Вот так у нас две сегодня Осмоловских. Одна Кристина, вторая Диана в заявках двух команд. Но не знаю, увидим ли сегодня мы Диану Осмоловскую по такой игре. Я думаю, что вряд ли. Запас Днепра, кстати говоря, для вас не огласил. Ангелина Скрипунова – это запасной вратарь. Также Валерия Бондарева, Надежда Савченко, Марина Пушкарь, Маргарита Лазаренко, Зарина Капустина, Яна Артишевская. Не знаю, может ли Артишевская играть. Конечно же, ее бы услуги очень бы пригодились. Сегодня вот уступающая в счете команде. Тем более, что дважды-то она забила в первом матче сезона. Очном матче этих команд. Гирчиц опережает Барбаренко и передачу сюда на подступы к штрафной площади делает на Тропникову.
Шмаровская хитро каблуком на Мирошниченко, и Осмоловская опять же, ну, говорим ей браво, она здесь сыграла надежно, угловой еще один будет. Да, и давайте заметим, как вот очень так неспешно идет к этому мячу, к этой подаче своей Мирошниченко. Ну да, почему и нужно торопиться? Давайте спросим. Я думаю, что тут все на поверхности. Ошибается Диана Шмаровская, и мяч переходит к белосиним. Провели они фотосессию, да, вот в инстаграме команды можно посмотреть, там в сторис фотографии уже загружены. Ну вот, кому интересно, такие очень красочные в новой форме, в 2 комплектах. Здесь вот на стадионе «Спартак» фотосессию команде устроили. Ну, я имею в виду, общие вот эти фото были сделаны, конечно. Ну, приятные глазу снимки. Кто интересуется, может посмотреть. Ну, конечно, фото-фото, а играть-то нужно. И такое положение дел Михаила Соболева не устраивает. Да и команду не должно, конечно же, нарушает правила Гученко. Лилия Жиголка у мяча, да, так вот его подала и сейчас Дарья Манюкова. Назад сыграла Жиголка на Киянку, а та на Васильеву. Зубко. Удар поворотом, но это выше. Да, снова-таки норовила она вот поймать на этом выходе из ворот Свидунович, судя по всему, но вот на сей раз уже этого сделать не получилось. Нижегородова. Валентина, конечно, имеет светлую голову, хорошие передачи, хорошо видит поле и своевременные передачи. Могла она, наверное, большего в своей карьере добиться. Ну, поиграла за дончанку в России в свое время. Но, еще раз повторюсь, могла, наверное, большего она достичь. Но пока что вот так вот дома играет за свою родную команду. Ну, ее родная команда, конечно же, «Надежда». Но теперь вот женская дружина в Могилеве примкнула к новообразованному клубу, поэтому тоже называется «Днепр». Но «Надежду», конечно же, никто никогда не забудет. Это всегда будет команда, которая наибольшего в могилевском футболе добивалась. Серебряным призером чемпионата СССР была. Ну, конечно, память об этом никогда не угаснет. Киянка на правый край. Здесь Гирчиц, конечно же, должна быть. И есть. Комбинирует. Пришла и сюда на помощь Зубко. Снова Гирчиц. Ну и Зубко все-таки решается на подачу. Нужно здесь аккуратными быть Ане Денисенко и Кристине Смоловской. И встречается с мячом Юлия Денисенко. Впереди продолжения нет, поэтому вот решила она здесь играть поперечной передачей на сестру, а сестра ошиблась. Да, наверное, ждала она рывка от Валерии Барбаренко. Или же думала, может быть, что там где-то должна быть Любовь Гученко, по идее, но Люба пошла в центр поля на обострение, поэтому вот такая вот передача пошла в молоко. Но это уже ошибка от капитана студенток. Гученко. Нижегородова на Гученко. Ну и что тут футболистки придумают? Ну, Днепра, я имею в виду, компактно, хорошо, позиционно обороняются, конечно же. Чувствуется, эта работа проделывается с каждым днем и проделывается хорошо тренерским штабом Сергея Русецкого, поэтому команда, ну, сегодня прагматично действует, здесь результат, конечно, самое важное. Полина Гирчиц, перед ней Барбаренко.
чаще мы видели на позиции левого защитника в первом тайме все-таки Манюкову, ну вот сейчас она чуть-чуть выше уже действует, соответственно, Барбаренко опустилась на ее позицию. И 60 минут ровно у нас сыграно в этом матче, счет не меняется. Вот эти голы в первые четверть часа и пока что единственными стали Диана Шмаровская и Лиана Мирошниченко. Их авторами стали. И вот капитан студенток на сей раз разыгрывает с Елизаветой Болотяновой корнер, подача. И выносится мяч из владений Марии Свидунович. Нужно моглевчанкам быстро выходить, напрягать соперниц, но пока что не очень это получается. Наверное, то ли сил, то ли желания уже не так и много это делать. В атаке студентки Тропникова просит передачу, и Алина Щерба к мячу не успевает. У Свидунович тоже тут видим мы вариант. Да, это не вариантов нет, а это замена Зарина Капустина по 21 номером. Появится на футбольном поле. Ну и готовится также замена в составе студенток. Да, Диану Шмаровскую на 62-й минуте меняет Ольга Капша. Эта замена тоже такая, ну, достаточно прогнозируемая, потому что мы ее видели в предыдущей встрече. А вместо кого вышла Зарина Капустина? Зарина Капустина вышла вместо Любови Гученко. Вот так по одной рокировке по истечении. Да, боюсь соврать. Обратил внимание на табло Елены Коноплянниковой. И, значит, 21 номер Диана Шмаровская. Теперь вне игры вместо нее вышла Ольга Капша, номер 8. И под тем же 21 номером вышла Зарина Капустина. Вместо кого Гученко мы видим на футбольном поле. Ну, здесь есть варианты, поэтому надо, конечно же, думать. Может быть, Валерий Барбаренко уже нет на поле. Сейчас разберемся, друзья. Да, скорее всего, так и есть. Нет 9 номера Валерии Барбаренко. И вот вместо нее вышла как раз-таки Капустина. И Юлия Денисенко заняла позицию левого защитника. Да, ну, чем хороша Зарина Капустина, конечно же, тоже неплохо на поле видит. Может быть, сможет обострить игру каким-то образом. Но здесь удар абсолютно не опасный. Мяч приходится по позиции Свидуновича. Она его далеко выносит вперед. Васильева первая. Аня Денисенко на Капункину. Капункина мячом овладевает все-таки. Гученко делает забегание Юлия Денисенко. И на помощь здесь стремилась и Даша Манюкова. Она предпочла футболистка туда уже на свеженькую сыграть Зарину Капустину. Видите вы, она там на правом краю, вот возле Алины Щербы баражирует, пытается открываться. Крылова вперед. Ситникова. В центр и снова ошибка. Да, ну, конечно, сегодня не очень хорошо действует Аня Денисенко. Да, очень много брака, мы это хорошо видим. Гученко уходит в центр, да, уходит она здесь от Жиголки. И пас делает на Капустину. Хорошая передача, надо сказать. Но Зарина, наверное, чуть-чуть
поздновато, да, стартануло. Так бы, конечно, не минуть было бы выхода 1-1. Кто знает, вот на 65-й минуте забей Днепр. И здесь, да, возможные варианты всякие, разные. А пока что Зорко, да, уверенно идет к своей победе. Напомню я, что в таком случае у команды Сергея Русецкого станет 31 очко, и единолично Зорко БДУ не возглавит, конечно же, да. Я думаю, болельщикам этого хотелось бы. На 4-м месте окажется. Зубко идет вперед, натыкается на Ситникову. Тем не менее, с мячом она остается. Гирчиц, и удар поворотом угловой будет. Да, ну как-то, не знаю, желание, конечно, в действиях могилевчанок, оно угасает, по-моему, с каждой минутой, которую мы видим во втором тайме. Угловой будет. Сегодня мы уже, наверное, даже где-то и подустали уже смотреть за этими подачами. И, конечно же, неизменно их выполняет Лиана Мирошниченко. Капитан Зорки БДУ. Напомню я. Розыгрыш. Подача здесь здорово играет Кристина Смоловская. Ну, еще и правила-то на ней нарушили. Или там вне игры по картинке, друзья, уж не совсем хорошо видно. Скорее всего, положение вне игры, да, зафиксировала бригада Алексея Белевского. Ну, можно и погадать на кофейной гуще, да, почему бы и нет. Так как-то немножко... Ну вот если не считать эту передачу, да, острую от Любы Гученко на Зарину Капустину, так игра у нас успокоилась. Игра, конечно, не в том темпе проходит, как первый тайм, во всяком случае. Ну так казалось. Может быть, просто мне уже скучновато становится, хотя еще рано. Скоро весь футбол начнется, надо сказать, самый настоящий футбол. 70-й минуты мы ждем, вот 68-я только стартовала у нас Болотянова. Назад играет на Жиголку, да, здорово. Из обороны выходят студентки. Во вторую треть поля Гирчиц, уходит от Юлии Денисенко, играет на Зубко. Хорошо комбинируют, да, здорово сейчас. Просто образцово-показательно провели вот этот мяч в финальную треть поля студентки. Еще бы, если бы атаку им завершить ударом, ну, вообще было бы великолепно. Да, чего не скажешь о действиях хозяек. Гученко. Манюкова там себя предлагает на левом фланге. Гученко решается все-таки вперед пройти, в центр, я имею в виду. Ситникова первая на мяче, но отбивает она его прямо в ноги Диане Тропниковой. Зубко можно отдавать, но Тропникова не решается это сделать. Забегание делает Елизавета Болотянова на штрафной. И что, еще угловой? Да, Алексей Белевский красноречивым жестом указывает вот в сторону углового флажка. Да, еще медленнее к мячу идет сейчас. Забавно, конечно, за этим наблюдать, согласитесь, друзья, Лиана Мирошниченко. Ну, время работает на Зорку БДУ, почему нет? На ближней стойке Юлия Денисенко. Она здесь должна быть начеку, если что, вдруг преградить мячу путь в ворота. Ну и, конечно же, внимательной стоит быть. Ох, какой мяч забивает Диана Тропникова. Да, стоило быть внимательной, Мария Суиднович, но с этим ударом ей, конечно, было сложно справляться. Ну, тут прежде всего вопрос к тем, кто должен был Тропникову опекать. Красивая подача от углового. Давайте еще раз увидим. Да, вот так вот можно даже где-то преувеличить с отклонением корпуса, красиво головой в дальний угол Диана Тропникова мяч на 69-й минуте подрезает. 0-3. Ну и что, можно закрывать эту встречу, друзья? Как вы думаете? Ну вот, еще раз я повторяю, та же драматургия 3-0. Только единственное, да, ну, кстати говоря, вот к 65-й минуте Нижегородова Валентина отличилась. Сейчас 69-я, вот в том матче первого круга, ну и потом уже
пенальти, и через 10 минут, на 75-й, через 10 минут еще один гол студентки провели. Вот все так кардинальным образом у нас, ну, зеркалится, можно так сказать. И тут главный вопрос, проснутся ли все-таки могилевчанки, но, может быть, вот этот очередной второй в матче Водопой им поможет это сделать. Ну и крупным планом нам показывают автора третьего забитого гола, одну из тренеров, которые трудятся в структуре Минского «Динамо», Диану Тропникову, но не побоюсь этого слова, самую главную интеллектуалку в нашем женском футболе. Ну вот в прошлый раз показывали нам во время этого испития воды Днепр, сейчас в работе, да, и активно жестикулирует Сергей Русецкий, а его девушки, что называется, внимают всем этим рекомендациям. Но сейчас, конечно же, важно студенткам довести встречу до логичного завершения. При этом, ну, с наименьшими, конечно же, издержками. Ну, по сути, если Днепр так и продолжит играть, то, ну, никаких больших проблем не будет с этим. У команды, да, единоличный лидер, конечно же, «Динамо». Я думаю, что, ну, только лишь в разрезе Лиги Чемпионов. Вот за «Динамо» и за Минском интересно будет в чемпионате в дальнейшем наблюдать. Ну и, конечно же, их очное противостояние, ближайшее из которых, я напомню, состоится 7 августа, финальный матч Кубка Беларуси. Ну и далее, вы знаете, 18 числа в Норвегии, соответственно, и на Кипре Минская «Динамо» будет соперничать с кипрским «Аполлоном» в своей встрече в рамках пути чемпионов нового формата, единственного пока Еврокубка. Ну и в Норвегии, в Тронхейме, Росенборг будет принимать футболисток Андрея Пышника. Закончился у нас водопой, и можно сейчас командам, да, снова заняться, ну, каждая, как говорится, своей миссией. Зорко БДУ явно не собирается упускать эту победу. Ну и я думаю, что Виктория Крылова была бы не прочь абсолютно и сухой матч занести. Тем более, ну, с одной из крепких команд в чемпионате, команды, которая вот борется с ней за 3-4 место турнирной таблицы. Юлия Денисенко, против нее Герчит. Денисенко отходит назад с мячом и играет на Алину Коневу. Капыша. Неудачное действие футболистки молодежной сборной, и все на этом. Да, Сергей Русецкий спорит, он считает, что нет нее. Мяч вышел, ну, эмоции — это, конечно же, неотъемлемая часть футбола. Не знаю, что там увидел Сергей Русецкий, может быть, действительно арбитры ошиблись, этого тоже нельзя исключать, но я уж тут, друзья, не буду какой-то свой вердикт оглашать. Да. Пусть это делают те, кто должен. Свидунович на Ситникову. Юлия Денисенко Манюкову находит в центре. Даша сегодня достаточно много перемещается, в том числе и меняя позиции. Здесь положение вне игры, да, судя по всему, чуть-чуть невнимательно была Любовь Гученко, и им уступает сейчас Лилия Жиголко право вести мяч со свободного к Кристине Киянке. Далеко вперед Киянка мяч отправляет. Там Марина Ситникова первая была. Ну тут еще и нарушение, да. Абилевский увидел. Молодец арбитр, похвалим давайте его, будет не лишним.
Хороший пас задумывала Манюкова на Капункину, но вот укротить мяч Валентина не смогла. Ну и тут еще и для своей команды Крылова несколько мгновений этого матча выиграла. Ну, к таким вещам вратари часто прибегают. Это их полное право. Капустина, вот мы ее так в деле пока должным образом и не видели. Игру она, вопреки нашим ожиданиям, не обостряет. Ну, если командная игра не идет, то, наверное, просто от Зарины одной этого как-то требовать, наверное, не с руки, мне кажется. Ну, увидим. Еще играть 15 минут. Увидим, да, чем ответит Днепр. Может быть, уже и не сможет этого сделать. Ну, за игрой студента, кстати говоря, пусть она и прагматичная, конечно, с большего во втором тайме, но приятно наблюдать. Знает команда, что ей делать и как свое преимущество не только вот сохранять, но и приумножать. Зубко. В штрафную попыталась войти, но тут ей не позволила этого сделать Арина Ситникова. Так корпуском ее оттеснила прилично. Гученко. Напомню, друзья, что надо обязательно подписываться на социальные сети. Женский футбол Беларуси. Есть ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Все оперативные новости из мира женского футбола нашей страны там публикуются. Обязательно подписывайтесь, ну и следите, конечно же. Ну и смотрите трансляции на YouTube-канале Ассоциации Белорусской Федерации футбола в полном объеме. Да, пусть и не без, конечно, погрешностей и где-то некачественных вещей, которые, да, нет-нет, да и случаются, но уж не обессудьте, старается ассоциация делать вещи, которые, во всяком случае, хоть как-то популяризируют женский футбол в нашей стране. Капункина. Лукьянцева, да, вот зачастую такие оговорки случаются. Удар по воротам Гученко не попадает на створ, да, вот. Работал я в свое время в Могилеве, в женской команде, но и тогда еще Даша Манюкова нынче была Лукьянцевой, поэтому вот по старой памяти где-то и норовишь вспомнить предыдущую фамилию этой футболистки. Васильева вперед, там с мячом головой встретилась Тропникова, ну и тут уже в игре мы сейчас видим Сергея Русецкого. Я думаю, что он тоже не прочь вспомнить свою игротскую карьеру. Ну, будем наблюдать за тем, как продолжится наша встреча. Видим мы с мячом в руках Диану Осмоловскую, и она вбрасывает в направлении Зарины Капустиной, но Капыша первая была. Ну что здесь, Капункина, и вряд ли она, конечно же, сможет без мяча оставить Алину Васильеву. Опыт против молодости, конечно же, опыт берет вверх. Конева на Манюкову. Да, могла тут хорошо атака развиться, но Киянка выдернулась со своей позиции, и мяч выбила за пределы поля. Капустина. 79-я минута. 0-3. Васильева на Капышу. Ну и снова потеря. Да, как-то так уж совсем у нас все так очень медленно в игре происходит. Команды, я думаю, что тоже подустали. Конечно же, так или иначе, уже скоро 8 вечера. Но парилка в Могилеве, как и по всей стране, еще та.
Уже, конечно, обе команды подустали, тем более, что, ну, наверное, всякие, конечно, чудеса случаются, метаморфозы в футболе, но сегодняшний победитель уже, я думаю, определен. С очень большой долей вероятности. Но при этом могилевчанки с мячом здесь пытаются в центре поля что-то придумать. Перехват от Мирошниченко, Зубко, Гирчиц. Ставит корпус Мирошниченке, Свидунович. Ну и все на этом. Вратарь вышла из ворот и мяч забрала в руки. Мне кажется, сегодня неплохо работает бригада судейская, вот, которую представляют, я напомню, Алексей Белевский, Валентина Соколович и Татьяна Даньковская. К ним больших претензий, ну, вообще никаких, я думаю, претензий предъявить нельзя. Пусть, конечно, арбитры это еще и не очень опытные, и не зря они матчи женской высшей лиги, не самого статусного, мягко говоря, соревнования обслуживают, но тем не менее. По-моему, он даже сегодня, если я ничего не упустил, без желтых карточек обошелся. Ну, корректно, в принципе, игра-то проходит, поэтому не было и поводов потянуться Альберевскому в свой кармашек. Юлия Денисенко на Ситникову. Все назад. Могилевчанки играют. Ну, конечно, это не приносит, я думаю, позитива им самим. Ну, не знаю, может быть, уже и смирились они с этим поражением. Хорошая задумка была от Гученко сыграть на Зарину Капустину. Ну что здесь? Манюкова. Нет, первая Щерба, и мяч она выносит туда подальше. И к нему Капша сейчас не успела. Осмоловская. Та, которая Кристина, да, конечно же. Мяч выносит. Мяч вбрасывает, да. 82-я минута. По-прежнему у нас счет 0-3. Ну и какой-то должен быть, наверное, штурм, серьезный навал. Вот взять себя в руки, попытаться нужно хозяйкам поля. Ну и что-то все-таки постараться предпринять. Манюкова. Да, Марина Пушкарь. Она появилась на поле, если честно, не увидел, когда, в какой паузе. Но это и не важно, наверное. Таким образом, две замены сделал Михаил Соболев. Зарина Капустина и Марина Пушкарь. Ну, Марина дебютировала за Днепр в прошлом матче с Неманом, но там 1-3 было поражение. Еще раз я скажу, поэтому уже там вряд ли что-то Марина могла предложить серьезное сопернику, выйдя на замену. Но, если я не ошибаюсь, то Валентину Нижегородову заменила Марина Пушкарь. Во всяком случае, на ее позиции она сейчас действует. Да, так оно и есть. Капитана поменял Михаил Соболев. Капустина с мячом вбрасывает на Пушкарь, но это уже снова ошибка. Капыша, да, здесь, на Тропникову. Ну и Пушкарь правила нарушила, да. Вот что называется молодая девушка, сила да предостаточно. Конечно же, тут не совладала она вот с опытом ветерана. Я думаю, что далеко не последний сезон вот Диана Тропникова проводит в нашем чемпионате. И опыта достаточно. Не только она его может передавать вот в качестве тренера в Минском «Динамо», но и вот непосредственно еще на футбольном поле находясь. Гученко, диагональная передача в направлении Зарины Капустиной. Можно здесь обострить. Щерба нет, не дает Алина себя
обойти. Сегодня очень здорово Щерба сыграла. Ничего, тут соперницам она просто не в этих немногочисленных атаках по ее флангу не позволила. Тем не менее, нарушила правила она все-таки сейчас против Капустиной в борьбе. И на 85-й минуте мы увидим штрафной удар. Да, нет Нижегородовой, поэтому его исполнит другая футболистка. Дарья Манюкова, если я не ошибаюсь, подходит к мячу. Ждем подачи. Киянка первая на месте на подборе Капыша. Выходят студентки из своей штрафной мячик. Манюкова возвращается. Еще один кросс в штрафную и попытка пробить красиво от Любови Гученко, но тоже так в эффектном таком броске. Хотя этого можно было и не делать. Тоже Крылова Виктория растянулась. И мячом завладела, тут же его вбросила на Киянку. Назад Кристина мяч своему вратарю отдает. Ну и что, еще один угловой? Да, по-моему, судьи здесь не увидели. Мне кажется, вот тут норовила Крылова. Помню, мы в первом тайме она уже мяч на угловой один раз отправила, да, своими же ногами. Ну и сейчас, по-моему, то же самое. Но арбитры, видимо, чуточку тут не уловили это. Но это не особо страшно. Наверное, вряд ли что-то уже Могилеву поможет. Елизавету Болотянову меняет Ксения Дубовик на 86-й минуте. И, наверное, замена такая больше потянуть время от Сергея Русецкого. Да. Видим, и в правом углу вон Валентина Нижегородного так, ну, печально смотрит на все происходящее на футбольном поле. Да, она даже не на скамейке. Обычно футболистки остаются, да, вместе со своими резервистами, вместе с командой. Ну, наверное, это на определенные мысли наводит. Аня Денисенко, Пушкарь. Пушкарь назад на Кристину Осмоловскую. Капустина. Ошибается Зарина, ну и все. Первое касание мяча Ксении Дубовик. Да, она в центре поля, здесь спокойно доиграет встречу на позиции Болотяновой, которую и заменила. Да, ну и, да, наверное, я вот поспешил, когда сказал спокойно, а здесь она против Ситниковой сыграла настолько грубо, что вот первое предупреждение ей в этом матче вынес как раз-таки Ксения Дубовик, Алексей Белевский. Еще одна замена. 14-й номер выходит Екатерина Чаюк на футбольное поле. Сейчас узнаем вместо кого. Вместо Дианы Тропниковой, автора третьего гола, отличилась она головой, помните вы прекрасно, на 69-й минуте после этой подачи от угла очередной, там, я не знаю, сколько уже подала Мирошниченко в этой игре раз. Ну и Екатерина Чаюк, тоже молодая спортсменка. Не пользуется она, конечно же, в силу своей молодости большим уж спросом. Ну и большим опытом, конечно же, ее так вот только для ротации использует Сергей Русецкий. Но у Екатерины, как и у той же Дубовик, и у Анастасии Лобашовой, вот она сегодня тоже на замене есть, и та же Анастасия Кривко, у них все впереди, и им нужно, конечно, свою состоятельность доказывать, расти, матереть. Тогда у них все получится. Естественно, мы это им пожелаем. Ну и также пожелаем могилевчанкам дальше трудиться, совершенствоваться и, ну не знаю, конечно же, с учетом поражения, которое очень-очень близко, ну, их притязания на бронзовые медали, наверное, угасли до предела. Может быть, только вот чуть-чуть еще тлеют пока. Хороший пас на Зубко. Она за мяч не зацепилась. В одно касание действует на Элину Коневу Свидунович, Пушкарь. Пушкарь видит, что есть открытая Анна Денисенко, но, опять же, эту передачу перекрывают студентки, потому что они очень хорошо читают игру сегодня.
И таких вот прям неразрешимых задач соперницы перед ними не ставят. Очень так академично достаточно. Днепр сегодня действует без огонька в глазах. Особенно это, конечно, бросается вот сейчас, после перерыва во втором тайме. 90-я минута. Еще одну замену мы с вами увидим. И на поле выходит под 7-м номером, да, все-таки еще одну Осмоловскую, на сей раз Диану, мы увидим в деле вместо Мирославы Зубко. Хорошо, сегодня тоже поработавший. Вот попытается себя Диана Осмоловская проявить. Сейчас она здесь постаралась сыграть головой, да, откликнуться на эту подачу, не получилось. Ну и, соответственно, будем говорить, что 4 замены Сергей Русецкий провел, да, в этом матче. Диана Смоловская, Ольга Капша, Ксения Дубовик и Екатерина Чаюк. Ну и 2 замены провел Михаил Соболев, выпустил на поле Марину Пушкарь и Зарину Капустину. Ну вот нет, Артишевская, видимо, еще не готова она играть. Поэтому, да. Ну вот интересно, почему все-таки на Нижегородову упал выбор, когда проводил свою замену главный тренер. Ну, может быть, да, не в лучшем, опять же, состоянии. Во всяком роде, там и в психологическом, и функциональном Валентина находится, поэтому еще за лучший главный тренер вот так вот поступить. 2 минуты еще команды переиграют, ну вот одна из них, в принципе, уже у нас стала историей. И, наверное, можно подводить итоги. Кто отличался в сегодняшнем матче? На 4-й минуте очень быстрый гол провела Диана Шмаровская. На 16-й Лиана Мирошниченко воспользовалась там, чередой ошибок, будем так говорить, могилевчанок и забросила мяч за шиворот Марии Свидунович. Ну и уже недавно упоминал о голе Дианы Тропниковой на 69-й минуте. Там кому-то из могилевчанок помощь оказывают. В столкновении получила травму игрок. Ну, будем думать, что ничего серьезного. Она там как раз-таки за пределами поля, да, видите вы. Оказалось, кто-то из футболисток, ну, будем надеяться, что все с ней хорошо. Близится у нас, в принципе, дело к окончанию этого матча. Я напомню, что завтра еще 2 игры. Минск, АБФФ и Бобруйчанка Нема. Ну и в воскресенье Динамо Брест, сборная Гомельской области, и Динамо ГУФК Витебск. Матчи, соответственно, оба дня начнутся в 15:00 и в 17:00. Большое спасибо, друзья. Поздравляем, конечно же, мы Зорку БДУ с победой уверенной со счетом 3:0, выездной победой. Спасибо большое, что были в эфире вместе с нами. Для вас работал комментатор Андрей Леня. Счастливо, берегите себя. До новых встреч.